Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. И на этом можем считать исследование материалов по делу Ахматова и Бекешева оконченными. В этой связи предоставляется право заключительной речи. Пожалуйста, Даниэль Дженгшбекович. Спасибо за предоставленное слово. После выслушанных позиций также остались те же вопросы, которые существовали до этого, потому что ни один государственный орган не смог сослаться на статью конвенции, она не была обозначена, непонятно, да, чем это введено, соответственно, аргумент о дискриминации также остается, потому что нет никакого международного обязательства, подтверждающего этого. Кроме этого, о соразмерности также не было указано. Как мы здесь видим, даже оказалось, что та статистика, которую я назвал, она более в пользу Кабинета министров и министерств, потому что там было указано, что 40%, но это была информация скорее не то, что те зарегистрированы, а в целом, которые участвуют примерно в дорожном движении, но, как мы видим, эта статистика примерно там сколько, 10%, чуть больше, соответственно, это не такая большая опасность. Кроме этого, ни одно из министерств, ни Кабинет министров не смогли предоставить информацию, каким образом будет это выполняться их стратегия по тому, как эти машины будут постепенно устаревать. То есть они дальше будут использоваться. А в чем смысл запрета? Здесь тоже непонятно. Ввиду этого мы остаемся при своей позиции, что это также несоразмерное ограничение, что оно вызывает дискриминацию и введено подзаконным актом, что было также указано в позиции Министерства юстиции, хотя они сослались на то, что это неконституционно, но при этом они сами указали, что подобный запрет должен быть введен, но хотя бы на законодательном уровне. Но это уже вопрос обсуждения Давджи Кинеша. Ввиду этого мы также считаем, что это неконституционно по 3 вышеперечисленным причинам и просим признать это неконституционным. Спасибо. Присаживайтесь. Ханабек Талабекович, пожалуйста. Право заключительной речи. Да, уважаемые судьи, уважаемые коллеги, если позволите, в дополнение к тому, что сказано, после выступления представителей Министерства внутренних дел ГПУНА стало ясно, что кузов, как предполагалось, является основной составной частью машины и определяющей само автотранспортное средство. То есть в зависимости от кузова и определяется, то есть кузов это является самим автотранспортным средством, остальные все части являются его запасными частями. Соответственно, если производится замена кузова, это соразмерно тому, что ввозится новое праворульное автотранспортное средство, которое должно пройти соответствующую регистрацию и будет использоваться на территории Кыргызской республики. В этой связи данная норма, как вы говорите, как вы утверждаете, не несоразмерна, а вполне соразмерна, соответствует требованиям того запрета ввоза автотранспортных средств и их регистрации и дальнейшего использования. Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Курбанбек Максатбекович, пожалуйста, сюда к трибуне выйдите. Уважаемые судьи Конституционного суда, я полностью поддерживаю основного представителя Кабинета министров Кыргызской республики и просим отказать в удовлетворении ходатайства обращающей стороны. Пожалуйста, присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Ахматова и Бекешева о проверке конституционности пункта 54 со значком 1 правил государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них, утвержденных постановлением правительства от 23 июня 2017 года номер 407, считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.